Бюджет города Рузаевка сегодня может вызвать лишь вздох сожаления. В нем зияет дыра, и вся надежда только на республиканские дотации. Но и в Мордовии в целом с бюджетными деньгами возникла большая проблема. Приходится идти на поклон к федералам. Однако, прежде чем клянчить средства у Москвы, неплохо бы разобраться, куда их потратили ранее. Этот дом на улице Пионерская уже 7-й год стоит пустым. На балконах прорастают березки, в разбитые окна задувает ветер. Замок висит, наверное, ключи у главы городского поселения. Честно говоря, никакой это не жилой дом, хоть его и правда пытались переделать под жилье. Это здание, мы находимся на территории бывшего завода электровакуумного машиностроения. Это здание бывший стартерный цех, где выпускались производство стартеров для люминесцентных светильников. В настоящее время этот стартерный цех принадлежит городскому поселению Рузаевка. Вот этот стартерный цех был куплен администрацией городского поселения за 25 миллионов рублей. Его, предназначался он для маневренного якобы жилья и числился как для... А потом появился стартерный цех. Откуда он взялся, не знаю. Этот стартерный цех продал сын бывшего директора завода этого химического машиностроения, бурмистр Николай Алексей. Купил он его за 1 700 000, а продал за 25 миллионов. В 15 раз дороже. Санитарный врач категорически запретил использовать здание вплотную примыкающее к территории завода под жилой фонд, даже временно. Тем более, что оно очень сильно обветшало. Администрация города пытается от него избавиться, но безуспешно. В этом помещении санэпиднадзор запретил, так как здесь ртутные, масла и так далее. В нем же нет. И еще здесь промышленная зона. И по сегодняшний день этот стартерный цех никому не нужен. Городская администрация выставила его уже на аукцион уже за 20 миллионов с чем-то. Этой афере уже 7 лет. Дом-призрак так и будет стоять пустым десятилетия, пока его не разберут на кирпичи. А Рузаевке придется годами платить по совершенно бессмысленному кредиту. Этот вопрос несколько раз поднимался в прошлые годы. Прокуратура предлагала признать сделку ничтожной. Но городские власти проявили удивительную пассивность и не пытались деньги вернуть. А городская администрация по сегодняшний день платит на кредит. И господин Домнин на это не реагирует. И он никому не нужен, и он сейчас пустует. Идет. Здесь сейчас немного взяли, здесь уже березки росли на этих балконах. Сейчас они взяли, к выборам, сделали соответствующие, повыдергали. Мы видим, что здесь окна разбиты и так далее. В нем никто не живет. Купить старый цех за 1 700 000, вложить в косметический ремонт еще 1 000 000 и продать его муниципалитету за 25, чем невыгодный бизнес с 1000% прибылью. До поры до времени такие операции прикрывали в высоких кабинетах. Но сейчас, когда в Мордовии провозгласили борьбу с коррупцией, не пора ли вспомнить об этом факте и о десятках других не менее вопиющих, если это реальная борьба, а не ее имитация?